Incipit prologus legis alica. Gens Francorum in licita auctorem Deo condita, fortis in arma, firme in paces foedere, profunda in consilio, corpora nobilis, in columna candore, forma egregia audax velex et aspera. Народ франков славный, Творцом Богом созданный, сильный в оружии, непоколебимый в мирном договоре, мудрый в совете, благородный телом, неповрежденный в чистоте, превосходный по осанке, смелый, быстрый и неумолимый, обращенный в католическую веру, свободный от ереси. Когда еще держался варварство, по внушению Божию, искал ключ к знанию, согласно по своим обычаям, желая справедливости, сохраняя благочестие. Салический закон был продиктован знатными этого народа. Эти люди собрались на 3 заседания, тщательно обсудили все поводы к тяжбе и вынесли о каждом из них отдельные решения, как следует ниже. Когда же, по благословению Божию, король франков, стремительный и прекрасный Хлодвиг, первый принял католическое крещение, все, что оказалось в этом уложении неудобным, было исправлено с большей ясностью преславными королями Хлодвигом, Хильдебертом и Хлотарем. Слава Христу, возлюбившему франков! Да хранит их царство и да исполнит их правителей светом своей благодати. Пролог гласит истину. Государство славного народа франков было создано стремительным Хлодвигом в 486 году. И только через 10 лет король и его народ приняли христианство. Сильные оружием франки долго жили согласно обычаям предков, но в 511 году решением Хлодвига знатные франки продиктовали и записали Салический закон. Историки называют Салическую правду сборником обычного, каузального права. С 1 по 63 статью она фиксирует древнейшие казусы франкской деревни VI века. Салическая правда и хроника Григория Турского да помогут нам увидеть, как жили франки. Жизнь франков начинается, как в истории франков Григория Турского, описанием природных катаклизмов, о которых сообщает на площади перед церковью отец Григорий. Дети мои, мир клонится к упадку. Бич Божий, чума движется на нас. Она уже достигла Марселя, а скоро будет и в Лионе. Дети мои, это наказание, которое ниспослано нам за наши грехи. Наши сердца стали каменные, и только горе, возможно, сможет его искупить. Дети мои, кайтесь, кайтесь, плачьте, пока не поздно, ибо наступит время, когда вы будете лежать на смертном одре, а плакать будут о вас. Кайтесь все в церковь, просите друг у друга прощения, и, может быть, Бог вас простит. Пока не поздно, все на исповедь. Кайтесь. Gehoor God gebed mijn, denke te gebeden mijnen. Van een de erden te riep, zo zorge de herte mijn. Aan stenen Godes toe mij. Hoe leid ons mij, wanneer gedaan bist te hopen mijn. Toeren sterke van ons geen viandes. Wonen zal ik aan zelden dinro aan wereldi, beschermd aan gedekke verder ako dinro. Wanneer du God mijn, gehoord ons gebed mijn. Gavi du ervi fortindon namo dinen. Dag over dag koninges zal tu gevogen. Jaar sine untes aan dag kunnis in kunnis. Volwonend aan evon aan gegenweer godes. Genade in waarheid zine, we zal die zoeken. Zo zal ik lof kwijden namin dienen aan wereldes. Wat ik geven geheten mine van dag aan dag. Все крестьяне-общинники должны были в определенное время завершить сев и баранование своего поля, а также в определенное время собрать урожай, выкосить луг. Таков был хозяйственный распорядок каждой франкской деревни. Он связан с системой открытых полей и принудительным севооборотом. На улице столкнулись в споре 2 франка. Один франк обвиняет другого в деле о борозде. Это ты, Дифред, чизмайор, за шествие поле с ячменем, провез свою борону? Ты, как всегда, позже всех уходишь в поле. Нет, Витхаус, это не я. Мое поле в другой стороне, да и засеял я его вместе с соседями. Ты, трусливый заяц, я вызываю тебя на суд. И за борону ты ответишь законным штрафом. А ты ответишь за оскорбление?
Пока они равны. За оба проступка по советческому закону взимается штраф в 3 солида. Посмотрим дальше, как они закончат спор. Герой, герой! Твою жену оскорбил! Хватай его! Ведем его к миру. Кто будет твоим присяжником? Пропал Дифрет. Его бедное хозяйство не вынесет штрафа, который наложит Тунгин. Это 15 солидов за оскорбление свободной женщины. Призываю стать всех свидетелями, вы слышали? Это работа мельников, Ромаиновых, холмов, поросенка и стада. Хозяйка поросенка совсем непроста. Она заставит заплатить мельника за проступок своего раба максимальную сумму – 15 солидов. Конечно, так и будет, если Фромаин не соберет соприсяжников и не докажет, что раб стащил поросенка со двора. Тогда ему платить придется только 1 солид, а не 15, на которые рассчитывает Орега. Года! Года, жена моя! Дай мне еды и пить. Я устал. Присяду в изгороди, которую своими руками делал для нашего дома. Уйди, Хуго, уйди! Ты разорил меня и детей! Тебя прокляли люди! Тебя проклял государь наш, король Кельферик! Нет у меня денег, чтобы заплатить за твой постой в моем доме! 15 солидов! Уйди, пока нас не заметили соседи! Уйди, Хуго, уйди! Хуго был обвинен в разграблении могилы и проклят с изгнанием из общества судом короля. Вернуться к семье и в деревню он сможет только после огромной компенсации и прощения родственниками того, чью могилу он разграбил. Ингрид – жертва древнего обычая кровной мести. Его отца Эберульфа убили жители соседней галаримской деревни. Ингрид не пожелал принять виру, как этого требовал столический закон. В бешенстве он бросил убийцу отца в колодец. Но нашлись свидетели, и семья убитого потребовала возмещения за убийство. Как гласит 41-й титул, если кто бросит в колодец римлянина, не королевского сотрапезника, который умрет в колодце, присуждается к уплате 100 солидов. Но платить ему нечем. Должны помочь родственники, таков обычай. Если они не помогут, Ингрид будет обречен. За это преступление его ожидает смертная казнь. Я, Амелий, клянусь в том, что у Ингрида ни на земле, ни под землей нет больше имущества, чем он отдал за уплату веры. Клянемся, клянемся, клянемся. Пусть же ему помогут родственники. По процедуре Ингрид должен собрать землю из 4 углов своего дома. Вот он выходит. Ну что, у нас денег нет. нету совсем, родственников нет. Ингриду не хватает ровно половины виры, то есть 50 солидов. Ее должны заплатить родственники, если у них есть деньги. Тех денег, что дали родственники матери, недостаточно для покрытия виры. Здесь всего лишь 50 солидов, не хватает еще 10. Кто же возьмет Ингрида на поруки? Ему не хватает уплатить всего 10 солидов. Если же сумма не будет выплачена, он присуждается к смерти. Ему будет дана отсрочка в 2 дня. Судебные заседания франков проходили на деревенской площади. Вел заседание Тунгин. Ему помогали рахенбурги из числа сельских жителей. Часто судебные заседания посещал и приходской священник. Отличительный знак судьи Тунгина – яркий плащ красного цвета. Вызывается на судебное состязание Герольд и Дифрет. Герольд, в чем обвиняешь ты Дифреда? Я обвиняю его в оскорблении моей жены Арды. Дифрет столкнул ее с дороги, она упала. Я требую законного возмещения за ущерб свободной женщине. Явилось ли с тобой должное число соприсяжников? Да, мои слова подтвердят. Витхаус, Чельза и соседи. Всего 6 человек. Дифрет, что ты ответишь на это? И где же твои соприсяжники? Я отрицаю все показания, но у меня нет соприсяжников. Выносим решение. Дифрет, ты столкнул с пути свободную женщину, и поэтому ты должен уплатить 15 солидов. Но если же ты считаешь себя невиновным, то ты должен пройти испытание котелком.
Сумма очень велика для небогатого хозяйства Дифреда, но испытания котелком он боится. Дифред знает, что он виноват, и Бог ему не поможет. Я готов признать вину и прошу принять выкуп моей руки от котелка. Поклянешься ли ты, что по закону выставишь достаточное количество присяжников? Клянусь. И выкупишь руку от котелка за 3 солида. Перед всеми соседями я готов отдать выкуп моей руки от котелка. Вот 3 солида. Согласны ли вы, Арда и Герольд, за выкуп руки от котелка за 3 солида? Мы согласны, если будет исполнено точно по закону. Согласны ли вы, Рахенбурги? Согласны. Такими солидами мог расплатиться Дифред. На 2 солида можно было купить в эпоху мировингов 1 вала. Рахенбурги приготовили ветки жребия, несут скамью. На ней растянут для мучений хода. Какой бы жребий он ни вытащил, его все равно будут бить. 120 ударов в лучшем случае, ну а 300 в худшем случае. Господин Фромаин представил своего раба Хода, который украл поросенка у госпожи Ореги. Мы с Рахенбургами решили, что пусть раб Хода тянет жребий. Хода бежал из страха жестокого наказания в церковь. Он ищет защиты Бога. Дети мои, Хода не виновен, Хода простил Бог. Так хочет Бог. Суд Бога высок и справедлив. Хода простил Бог, и, следовательно, его должны простить люди. Фромаин, иди и забери своего раба. Решение достопочтимого короля Хлотаря. Декрет короля Хлотаря требует: если же раб укроется в церкви, он должен быть прощен и возвращен. Фромаин, исполни волю Господа Бога и короля, и не вздумай наказывать Хода. Помни, что все мы смертные люди, в том числе и ты. Решение суда о краже поросенка. Фромаин, ты должен вернуть поросенка Ореге и уплатить 1 солид. Желающий отказаться от родства – это состоятельный Хильдемар. Одна беда – нет у него сына-наследника, а только жена Илария и дочь Ландина. Хильдемар не хочет их оставить без земельного наследства. Вот он стоит и готов выполнить процедуру отказа от родства. Сегодня наш сосед, известный всем Хильдемар, решил отказаться от родства. Хильдемар явился на судебное заседание. Принес ли ты с собой ветви? Принес. Рахенбурги, измерьте ветви. Ряды подходят. Я отказываюсь от соприсяжничества и от всех моих дальних и близких родственников. От их наследства и от всех счетов с ними. Если кто-нибудь из моих родственников умрет или будет убит, я не буду участвовать ни в наследстве, ни в плате виры. И все мое имущество и землю пусть наследуют мои дорогие жена Илария и дочь Ландина. Ты забыл? Если после твоей смерти в живых не останутся твои наследники, то все твое имущество поступит в казну. Да будет так, согласно солическому закону.